Сегодня на Сухом ГЭС до необычайности многолюдно. Учителя физики со всех уголков республики приехали сюда на повышение квалификации, чтобы детально и вживую познакомиться с практической работой гидроэлектростанции и послушать лекцию именитого эксперта. На высоте 220 метров над уровнем моря у подножья живописных гор раскинулась гидроэлектростанция с богатой и по-настоящему захватывающей историей. Познакомиться с практической работой гидротехнического сооружения на Сухум ГЭС приехали учителя школ со всей страны. Курсы, организованные Республиканским центром повышения квалификации при Госуниверситете, длились около недели. Завершающий этап – экскурсия на станцию, в рамках которой обо всех тонкостях работы ГЭС рассказал депутат парламента республики, технический директор Сухум ГЭС Резо Зантария. Вот тут так называемая та потенциальная энергия, которая была там наверху, на высоте 300 метров, 450 метров от уровня моря, пошла кинетически двигаться сюда по закону гравитации. Вот она здесь с разгоном, вот в этой трубе, в этом водоводе, диаметром 1,70 м летит со скоростью 10 кубометров в секунду. На обширную экскурсию приехали не только учителя физики и математики, но и их подопечные. Подрастающее поколение проявило особенно живой интерес к работе ГЭС. Мы готовы к пуску. Итак, внимание, иди сюда. Вот так подвиньтесь. Включает, пускает молодой человек. Смотри сюда. Что здесь написано? Старт, стоп. Нажимай на старт. Повествуя о работе гидроэлектростанции, Резо Зантария не только демонстрировал на практике реальные процессы выработки электроэнергии, но и подробно рассказал о каждом этапе, а педагоги, в свою очередь, с удовольствием задавали множество уточняющих вопросов. Любая гидростанция, малая, средняя, большая, 70%, чтобы вы понимали, это гидротехнические сооружения. И 30% всего-навсего это электрическое оборудование железа. Я его так делю. Железо и бетон. 70 – это бетон, 30 – это оборудование. Какое бы оно сегодня совершенное не было. По словам директора Республиканского центра повышения квалификации при Абхазском государственном университете Медеи Чингелия, в течение недели учителя общеобразовательных школ по математике и физике прошли установочную сессию. Курсы завершились практической частью – обретением эмпирического опыта, необходимого в работе учителей. Сегодня здесь находится до 40 учителей, да, которые прошли курсы. Вот. Это очень интересная лекция была, зрелищно, эмоционально, профессионально. Я думаю, что такие экскурсии, вот именно профильные, это необходимо проводить для наших учителей. Экскурсии на Сухум ГЭС для педагогов и учеников проводятся регулярно. Как отметил Резо Зантария, главная мотивация подобной работы – привлечение молодого поколения к профессии энергетика. Такие темы мы и встречи проводим практически ежеквартально по требованию, и учителей, и учеников отдельно тоже приглашаем. На этой базе и для этого у нас открыт класс юного энергетика, где мы стараемся к нашей профессии, к энергетике привлечь будущее поколение, будущих специалистов, для того, чтобы смогли обеспечить нашу отрасль. Для развития в первую очередь энергетической отрасли, равно как и самых разнообразных технических производств в стране, необходимы кадры, увлеченные профессиональные работники, инженеры, гидроэнергетики, механики и другие. Для популяризации профессии, вовлечения в нее совсем юных ребят и проводятся экскурсии и лекции. Вы знаете, физика и вообще техника, она достаточно сложная. Могу сказать, что зачастую мы говорим, там, писатель, художник – это призвание, то технический специалист, поверьте, это тоже призвание. Что нужно сегодня инженеру и технику, которого его потенциал? Ему нужно показать, и эти способности в нем проявятся самостоятельно. Но если не покажем, что будет делать, его не будет. Вот мы и стараемся среди наших всех молодежи увидеть тех людей, которые будут интересно работать в нашей энергетике. Педагоги по завершении основной программы поделились с нами впечатлениями. Для меня, как для педагога физики, лекция была очень полезная. И в том случае даже есть какой-то определенный стимул, чтобы своих детей заинтересовать данным направлением и данной сферой. Потому что молодежь, она должна развиваться в этом направлении в обязательном порядке. أريد أرى أي إنترسزمو نقرب أرى يحبذ
ибла иабо иахьатәи аҭагылазаашьа иара абри ашьақәыргылара ианалагаз ауаҩы ихаҿы аагара цәгьоуп. Ара иҟаз аҭагылазаашьа аныс иаҳдыруа аибашьра ашьҭахь шаҟа еилаҳан иҟаз ауаҩы игәақәа икыртә иҟамызт. Иара Резо Платон-иԥа иажәақәа рыла абри аҳбаз иахьасахьақәа даара ауаҩы аума зылшаз уаҩуп ҳәа изуҳәар ҟалоит абри аиҭарҿыцра, аиҭачақәыргылара азыҳәаны. Иахьа ишыжәбо еиԥш ауаҩы игәы иахәартәы иҟоуп аҭагылазаашьа арантәи афымца иахьа ҳҳәынҭқарра ауаа рхы иадырхәатәу аҭагылазаашьа аҟоуп. Большинство учителей, делясь эмоциями от увиденного, рассказывали. Незабываемый опыт детального знакомства с работой ГЭС мотивирует поделиться впечатлениями с учениками, увлечь их в мир практической физики. Быть может, многие из них и станут новыми большими именами в мире науки. Рада Чачава, Лилян Маршан, Абхазское телевидение.